Всем привет, друзья! Я вернулся после вынужденного перерыва. К сожалению, бывает ситуация. Добро пожаловать в летний Якутск. Жара. На днях был Петров день, 12 июля. Самый жаркий день в Якутии. А еще недавно я тут ходил зимой. Везде накидки Наташи. Все белое. Мороз, туман. Провел очень крутые 3 недели в горах. Ой. Люди отдыхают. Это Зеленый Луг. Помните, мы были тут зимой на крещенские купания? Вот эта дорога. В общем, я вернулся с Афродиты, с наших альпинистских сборов. Это было очень круто, вы не представляете. Просто я был в таком восторге. Не зря говорят, что лучше гор могут быть только горы. И пока там не побываешь, ты этого не поймешь. Я до этого был только один раз в Норвегии. Утро в Норвегии! Одна дорога только до Уснера чего стоит. Я уже туда ездил зимой, а летом это все совсем по-другому. Действительно, просто красивейшие пейзажи. И всю дорогу такое удовольствие. Ехали еще 3 дня с ночевками. Целое путешествие только в дороге. Потом отдельная история, еще заброска. То есть все это будем пихать по рюкзакам. Это просто жесть. Мы там все чуть ноги не оставили уже только на самом старте. То есть это от Уснера 10 километров вверх в гору до базового лагеря. Груженными жесткими рюкзаками. Но у меня было точно за 30. Я потом снаряжение взвесил, пересчитал. 30 с лишним получилось килограмм. Решил здесь об этом рассказать, потому что это неплохая имитация. Я сейчас иду, вспоминаю, прочувствую те эмоции. И, ну, так проще, как будто бы. Сама Афродита, сам базовый лагерь, это вообще очень круто там было жить. Мы жили где-то 12 дней или 10, я что-то точно сейчас, ну, не считал. Восторг ежеминутный. Красивейшая природа вокруг, скалы, растительность такая, животные, птицы. Просто каждое утро просыпаешься, у тебя вот вокруг сюрприз. Можешь проснуться, ну, дождь там, да? Просыпались в облаках, это просто что-то. Это был первый день, когда мы должны были пойти на маршрут. Проснулись вокруг облака. Это очень круто было. Потом, конечно, сами маршруты. Я не знал, что у меня, оказывается, такая выносливость. Ну, я догадывался, но не знал. А тут можно было так, да? Где-то есть дорога, значит, сюда. Красиво. Вот такие вот сопки окружают Якутск. В чем же заключалась наша миссия и чем она была полезна для развития альпинизма в Якутии? Суть такая, что альпинисты проходят маршруты, разрядные маршруты, и получают разряды. Нужно накопить определенное количество маршрутов, чтобы получить определенный разряд. Все альпинисты Якутии, они едут для этого куда-то за пределы республики. Наша задача стояла найти там маршруты, пройти их, проложить и в дальнейшем зарегистрировать в общем российском реестре. Наша миссия удалась, маршруты найдены, поэтому я так долго пропадал. Миссия важная, поэтому я пропустил ИСЭХ, к сожалению. Я очень расстроен. Не думайте, что я там халатно к этому отнесся. Я понимаю, что это такой важный праздник, который минимум не то, что мне надо было обязательно его поснимать. Я очень хотел там побывать. Но видео об этом путешествии буду делать потихоньку. Хочется его сделать по-особенному. Не в том формате, в котором я обычно привык делать. Но чтобы это сделать, нужно научиться чему-то новому. Нужно как-то поразмыслить, как лучше преподнести его вам. Да что мне там 15 серий делать? Надо как-то что-то в одно уместить, в общем, подумаю. Но еще мне предложили сделать полноценный фильм по нашей экспедиции, который могут показать по местному телевидению. А это вообще для меня новый формат. И это нужно этому уделять отдельное внимание. Закадровый голос, я вот этого так и не научился делать. А надо бы, в принципе. Потому что импровизируешь же постоянно, вот говоришь так вот экспромтом, а потом садишься, смотришь, что-то наснимал. Блин, надо было это добавить, а не сказал. Закадровый голос в этом плане выручает, что ты можешь всегда что-то добавить, какую-то мысль, которую ты сразу не сообразил, когда шел, разговаривал. Да, и в связи с тем, что мне хочется сделать очень качественный ролик о нашем путешествии на Афродиту, возможно, опять будут некоторые перерывчики на канале. Просьба набраться терпения. Спасибо, что ждете. Но тут уж мне придется уделить особое внимание, чтобы добиться желаемого качества. Я очень постараюсь. Очень мне нравится эта фишка с лошадками в Якутии. Они тут везде. Просто на них уже, наверное, местные вообще внимания не обращают.
По сути, они вот так вот, это чьи-то лошади, они просто ходят, пасутся где хотят. Очень удобно. Вообще за ними не надо с ними. Вот у нас, например, в деревне Воронежской области, там коров собирают с разных дворов, и по очереди все их пасут, их надо пасти, контролировать. А здесь вообще контролировать не надо. Отпустил их, они гуляют, пасутся. Вот эта пулюга на дороге, конечно, очень напрягает. Тут во многих местах на Афродиту ездили, всю дорогу там пыль такая просто стоит, в автобусе там задыхаешься. Принцип заправки тут немного отличается от питерского. На некоторых заправках, не знаю, может быть даже на всех, сейчас, есть заправки, где отщелкивается полный бак. Или нигде не отщелкивается, да? Вот реально такая тема? Короче, нигде не отщелкивается, когда полный бак. Чтобы заправить полный бак, нужно контролировать, допустим, даешь там на 3000 рублей. И следишь. Говоришь, стоп, остановите. Тебе делают возврат, допустим, на 2500 получилось до полного бака. Вот такая вот туповатая, на мой взгляд, система. А это вот озеро Щорса, если я правильно произнес название, напоминает мне пруды в моей деревне. Запах такой же стоит примерно. Ну прикольно, фонтан вон, жилые дома, и тут же раз озеро, и вот, ну, круто. Так вот по кругу, видите, вот стоят высотки, новостройки, рядом с ними деревяшки. Непонятно, ну, наверное, живут кто-то, да, есть люди. А это вот девочка рисует, да, вот эти картины на стенах. Знаете, вот Кидана, вот. Ее рисунки. Уже популярная якутская художница, девочка. А эта штука в свободном плавании, интересно, или нет? И все птицы вперемешку, да, там тусуются. На полном приводе очень удобно. Вот такой вот курорт. Ну что, купаться? Моя байдарочка еще летом воду не испытывала. А пора бы уже лето кончается. Оп. Сейчас покажу, как на байдарках киляются. Не, надо учиться. Это сейчас нереально. Но эскимосский переворот на ней возможен. Течение очень сильное. Сейчас вот с той стороны еле подплыл сюда. Это протока Лены, получается. Основное русло идет там дальше. Это остров. Я вот все хотел бывать на островах. Наконец-то доплыл. Зыбучие пески, походу, здесь. Так, ну что, пойдемте наверх, посмотрим, какая тут растительность, как вообще остров выглядит. Так, такой интересный. Вот тут все дичь просто. Жесткая. Я босиком еще. Интересно, травы нету, только вот такая вот штука. Не знаю, как называется это растение. И все. И такой песок там снизу голый. Блин, вот комары жрать начали. Вот они где тусуются, оказывается. Ай, да, комары, конечно, это очень неприятная штука. Здесь они такие мелкие еще в Якутске. Какие-то болючие. В Уснере мы были, там было, в принципе, много комаров, но как-то у меня даже от них следов не оставалось. И они как будто бы не так больно кусались. А эти вон, прям, вон, тун. О, блин, Все, убегаю отсюда. Это жесть. Чуть дальше проплыл. Вот оттуда, блин, течение такое сильное. У Лены, блин, мощное течение. Я представляю, что там в основном русле. Прям вот плывешь по сантиметру. Мне даже сейчас на квадроцикле парень подъехал. Ну, типа, все у тебя нормально. Смотрит, я там чуть ли не на одном месте гребу. Да, нормально все. Нашел какой-то другой кусочек. Уже тут не густой лес. Какая-то полянка. Так что наслаждаемся, пока есть время. Жалко никуда далеко не выехать. Сейчас работать придется весь июль. По 6 дней в неделю. После отпуска. Поэтому один день в неделю выходной. Куда там съездишь нормально. Надеюсь. Я даже на рыбалку не съездил, получается. Блин, уже лето кончается. Ни одной рыбинки не поймал. У меня друзья там уже в Питере, в Выборге там тягают щук грядками. Что, поплыли обратно? Сейчас по течению гораздо проще будет. Нет, хочу попробовать туда еще заплыть.
Сейчас развернусь, зацените, какой масштаб. Там не берег, а там получается тоже остров. И русло, Лена, еще дальше туда уходит. Хотел вам на перегонки предложить, хотел. Да, я плаваю, просто развлекаюсь. О, как хорошо идет-то по течению. Другое дело. Курорты Якутского края. Вот так вот здесь круто летом. Так что у людей, несмотря на лютую зиму, есть возможность получить большое удовольствие летом, погреться на солнце хотя бы пару месяцев, несмотря на большое обилие комаров. Очень круто. Получается, первый раз я по-летнему искупался здесь 13 июля. Вот так вот. Почти во второй половине лета якутского. Кто бы мог подумать, что при такой суровой зиме здесь такое крутое жаркое лето. Учитывая, что вообще земля промерзшая 2 метра вниз и уже 3 вечная мерзлота. Так что Якутия продолжает меня удивлять. Это круто. По дороге с купалки увидел такую интересную штуку. Если честно, я не знаю, что это такое. И ребята тоже не знают. Лес досок. Просто вкопали доски. Причем так, я их могу рукой вытащить. У кого есть какие идеи? Что это может быть? Это называется сквер матери. Встретил одну из своих подписчиков. Очень приятно. Спасибо, что узнали меня, что поздоровались. А после дождя здесь, конечно, жестко. Вот я сейчас на перекрестке у автовокзала. Я не знаю, куда мне идти. Надо было байдарку брать. Да, вообще жесть. Просто река. Я реально стою уже минут 5. Не понимаю, как мне перейти вообще эту дорогу, перекресток. А вода прибывает, вот. Я уже сам на острове стою. Улица Дзержинского. Тут в январе я записал свое первое видео. Так что план у меня наполеоновский. Первое дело купить машину. Какой-нибудь хороший внедорожник. Ну, хороший, в пределах 1 миллиона. Я должен все это вам показать, все это передать, всю красоту местной жизни. Потому что здесь очень круто. Я вот сейчас зимой, у меня мерзнут руки уже, я достаю камеру, у меня все окоченевает. А замерзли уже ноги, но это вообще не идет ни в какое сравнение с теми вот впечатлениями, ощущениями чего-то нового мира, другого мира. Это очень круто. В общем, сам не знаю, что меня ждет впереди, поэтому все импровизация. Скажу честно, я еще ничего не умею, не понимаю на ютубе особо ничего. Учусь монтировать видео, так что извиняйте, качество какое получается. В общем, до встречи, друзья. Будет интересно. И за эти полгода произошло уже столько в жизни моей всего интересного, что я даже тогда и представить не мог. Внедорожник в пределах 1 миллиона я приобрел за 300 тысяч. Это же в пределах, как я и говорил. Конечно, я хотел, поставил себе планку высокую, потому что я приехал сюда зарабатывать и думал, что у меня получится все, как я планирую. Спасибо Александру за то, что помог мне. Один из моих подписчиков написал: если нужна помощь, звони. Подобрал очень хорошую машину. Кстати, вот как это было вкратце. Итак, вот она, красотка. Машина из Худик 97-го года, но Александр все внимательно посмотрел. Все очень-очень в хорошем состоянии. Смотрите, какой у меня бонус в виде сабвуфера. Правда, тут байдарка у меня вместо него могла бы поместиться. Ну, оп, все, закрыто. Так, сзади. Ну, тут сзади, как всегда. Места в Искудике не так много, но мне много не надо. Александр меня позвал, Саша, к себе в гости. В общем, вот его хозяйство, это баня. Ну-ка, ух ты. А какой успел сделать шашлык-то? Был? Покупной. Ну, в смысле, купил, я готов. Сейчас успел, да, съездить? Да. Все очень вкусно. Вообще сегодня очень хороший день. Очередной отличный душевный день. Я стремлюсь, чтобы такие дни были каждый день. Мечта.
но осуществимое. Я уверен. Я наконец-то на колесах. Скудик вообще для местных. Видите, дорог тут ни хрена нету периодически. Конечно, жесть. Ну, конечно, я понимаю, что есть круче вездеходы, но я думаю, для моих нужд его вполне достаточно будет. Музыка вообще огонь. Сабвуфер вообще качает. Конечно, бюджет был чуть побольше. Я хотел что-то найти наподобие сурфа Toyota. Но также мне очень хотелось купить дрона. И вы же понимаете, насколько это тоже важно. И считаю, что Скудик очень хороший вариант. К сожалению, сильного прогресса я еще не достиг, а очень хочется. Но на это нужно время, нужно заниматься. Поэтому все позже. Пока работаем как есть. Сегодня у меня все так же импровизация, все так же катастрофически не хватает времени, когда надо и что-то снимать, а съемки у меня уже материал закончился. Осталось только что-то из старого, что тоже, наверное, буду выкладывать потихоньку, из питерского. Кстати, я так и не понял, что это за рога тут. Может, кто подскажет? Вдоль дома идут вот так вот везде. Смотрите, как интересно сочетается здесь все. Дома, фонтан, канал. Вот новостройка. И тут же такие вот интересные, красивые деревянные домики. Ну, завершить вечер можно на спортивной площадочке и спокойно идти отдыхать. Хотя какой там отдыхать? Много всего надо делать, и это много никогда не кончается. Блин, лето короткое. Я думал, что мы столько всего успеем, но сейчас понимаю, ну, по крайней мере, успел съездить в город. И на рыбалку уже надо, и на охоту, на речку, куда-нибудь на сплав съездить. Все это надо, но когда вообще не представляю. Ну, буду думать, что делать. Но все впереди, я уверен. Я уже встал на эту дорожку, и мне с нее уже не свернуть, уже по-другому не получится. По-другому жить не смогу. Это называется точка невозврата. Расскажу для каждого, кто думает о развитии. Наступает такой момент, когда вы доходите до точки невозврата, и жить по-другому, по-старому у вас уже не получится. При всем желании. Это же проще гораздо, как раньше, все это не напрягаясь. Жить спокойно. Так что, друзья, продолжаем, не останавливаемся. Идем вперед. Всем пока. Скоро увидимся. Пока давайте еще прокатимся по летнему Якутску. See the sun shine